Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на приусадебном участке Федорова Иннокентия Аполлоновича. Этого человека знают многие, кто следит за нашим проектом. Конечно, мы здесь не просто так, мы приехали сюда для того, чтобы получить вновь полезную информацию. Иннокентий Аполлонович уже ждет нас. Здравствуйте! Здравствуйте! Иннокентий Аполлонович, забегая вперед, сегодня мы будем вновь делиться полезными советами, да? Что мы будем делать сегодня? Сегодня я хочу показать, как быстро размножать многолетние цветущие наши растения, якутские. Это ирис касатиковый и лилия тигровая. Лилия сардана, разновидность сарданы. То есть, по сути, эти цветы знают многие жители нашей республики, мне кажется, все. Ну и, конечно, многие хотели бы, чтобы именно у них эти цветы, да, значит, украшали участки, да, дачные. Вот мы видим, как выглядит сейчас весной это растение, да? Это многолетнее растение, ирис касатиковый. По-якутски багабатага, что в переводе означает меч лягушки. У него как бы немножко неправильная, булава лягушки правильнее было бы, потому что коробочка образуется на кончике побегов такая погремушка семенами. Семенами, почему мы делаем размножение делением корня, да? Чтобы ускорить появление взрослого цветущего растения. Это ускоряется где-то на 2-3 года мы получаем, да? То есть мы процесс ускоряем. Вот это взрослое, старое, можно сказать, 6-7-летнее растение, точно не помню. Мы его выкапываем. Не жалко? Нет, не жалко, потому что все они из одного растения получим 10 или 20. Итак, смело выкапываем. Смело выкапываем. При этом лопату нужно вертикально. Это для сохранности максимальной сохранности корневой системы. Иннокентий Аполлонович, эта процедура должна происходить именно весной, да? Лучше. Весной или осенью. Почему весной или осенью? Потому что такой температурный режим, прохладно. Испарений минимально, растения попадают в такую влажную почву. И они еще в покое. Это тоже немаловажно. Они получают меньший стресс. Весной растение только пробуждается, еще не проснулось как следует. И это живые существа же. Ну, то есть мы его потревожили, оно только проснулось, но пора бы уже, да? Да. Вот. Какая большая корневая система. Да, большая корневая система. Мы его достаточно вот так безжалостно вытряхиваем и последуем к нашему рабочему столу, где мы его будем делить. Действительно, вот так посмотришь, мне кажется, это невероятно. Как можно разделить вот настолько плотную корневую систему? Берем, для этого есть такой острый якутский нож. Путем несложных манипуляций я вам продемонстрирую. Хорошо. Ложим ведро рабочее и идем к нашему лабораторному столу. Лабораторному столу. Научный сотрудник говорит, видите, научными словами. Иннокентий Аполлонович, это мы... Такие манипуляции, они как для сарданы, так и для ириса. Они одинаковые. Нет. С сарданой будет совершенно принципиально другой прием. Другая. Мы достанем луковицу. Все понятно. Внимание, мы сейчас говорим про ирис. А вот в лесу ирис, который растет, вот так же выкапывать можно? Да. Вот так же, да? Можно также выкапывать. Они очень хорошо вводятся в культуру и растут во дворах в культуре. Это называется в культуре. Вот. Берем ножик и режем. Как ножом по сердцу, буквально. Вот. Видите, да? Видим побеги. Вы прям режете как хлеб практически. Получается так. Так смело все отрезаете. Да. Получится 2 растения. Ведро их мы получили 2 будущих растения с корневой системой.
А не испытало оно стресс растения от этого? Есть доля, конечно, но одно растение, оно наверняка радуется, потому что будет много потомства из него. То есть из него самого. Вы вот разрезаете вот эти, да? Да. Оно близко очень сардане тоже, лилейным относится же. Вот. Его можно еще делить, но я оставлю вот 1, 2, 3, 4 побега. Быстрее свести будет. Достаточно вот такие вот делать. Угу. И помещаем их в ведро. До какого примерно периода это возможно сделать? Вот такой процесс размножения. Вот листочки только появляются. Уже пора. Самое время. Самое время где-то листья вот до 10 сантиметров. Ага. То есть листочки. Потом уже поздно. Это до начала июня. Потом уже поздно. Потом уже поздно и тепло будет. Приживаемость растений от жары уменьшается. Все это помещаем в ведро. Это будущие растения. То есть вот так это из одного растения, которое вас радовало глаз, можно сделать практически поле. Можно сделать поле. Там мы получили больше 10. 10, и здесь еще 10. И еще здесь 10. Было одно растение, а получится 10. А на вашем опыте приживаемость сколько процентов? Вот прям точно приживется это или нет? Да, приживаемость не менее 90%. Это у меня, с моим опытом. Ну, если половина у людей приживется, то это уже хороший результат. Все, практически мы дорезали. Дорезали. Все. Отлично. Итак, был один кустик цветочков, да? Стало 20. Стало 20 кустиков. Притом они зацветут уже на следующий год. На следующий В этом году они не зацветут, но вырастут достаточно хороший такой куст. Итак, ведро у нас с 20 кустиками ириса лежит вот, пожалуйста, рядом с нами. Ну и, конечно, показать процесс нужно, дать советы, как правильно теперь это все в почву опустить. Вот, готовая грядка с готовым почвенной смесью. Тут песок, я как говорил, 20%, перегной 20%, 10% старых опилок и 50% хорошей плодородной земли. Напоминаем, что опилки нужно брать более 3 лет, потому что... Молодые опилки, они опасны фенолами. Выкапываем вот траншейку глубиной не более 10 сантиметров. Вот, достаточно, да? Кипятком ничего не отдаем мы? Кипятком ничего не отдаем. Добавляем немножко песка, немножко перегноя. Буквально немножко вот. Конский перегной такой, самый лучший. Свежий. Хороший. Свежий. Его надо немного. И вот такими манипуляциями насыпаем перегной. Тряся лопату, тонким слоем насыпаем. Берем речной песок. И тоже тонким слоем. Тонким слоем добавляем. Да. Наши разрезанные. Деленка называется. Деленка наша. Одну деленку я покажу, да? Вот деленка, хорошая деленка. Молодые листья, корневая система хорошо получилась. Вот разгребаем. Ямочку делаем и посадили. Причем вот эти вот молодые листья нынешнего года, они должны быть наружу. Ни в коем случае их не надо. Вокруг земли уплотняем, растение посажено. Следующий наш
можно посадить на расстоянии скольки? На расстоянии Да. где-то на расстоянии 20 сантиметров. Второе. Вот здесь второе растение. И как говорит Иннокентий Аполлоныч, напоминаем, что это у нас только детский сад, да? Да, это школа. А, это школа уже. Мгм. Значит, здесь школа у нас. То есть здесь у нас Они растения- сразу попали в школу. Да, все. И, значит, здесь мы их оставляем до осени. Оставляем их тут, они до осени, до кондиции. А осенью мы уже выкапываем заново и уже определяем Можно на ли- участок, да? Определяем на постоянное место жительства. То есть вот так сразу со школы попадают на ПМЖ, правильно? Да-да-да. Уже спокойненько. Чем-то нужно подкармливать в течение этого времени, чем-то, может быть, поливать дополнительно. Или просто водичкой. Я насыпать? вообще противник, я сторонник экологически чистых приемов, поэтому даже минеральные удобрения, даже суперфосфат, хлористый калий стараюсь не применять. Мочевину, карбамид – это источник азота. Я вот золой удобряю, это источник многих-многих минералов, и перегной. Все просто. Там все есть. Натурпродукт. Да, натурпродукт. Хорошо, Иннокентий Аполлоныч, с этим растением нам все понятно. Ну и как мы уже сказали, что следующий цветок, который также можно размножить на своем участке, это сардана. Это лилия тигровая. Лилия тигровая. Разновидность сарданы. Она хорошо у нас адаптирована. Хорошо. Оно растение из Амурской области, но хорошо идет и размножается в условиях Якутии. Пойдем. И вот у нас лилия тигровая. Лилия тигровая. Так, знаете, Красивая такая сардана. От нашей сарданы она отличается такого же цвета, оранжевая, да? Оранжево-красная. Оранжево-красная. Она отличается тем, что лепестки цветов, они как бы кудрявые, загибаются. Кучерявый, да? Кучерявые. Вот так выглядит И это растение очень мощное, она вырастает до 2 метров. высокая, Огромное. Тут у меня где-то 50 растений, тут немногим более 1 квадратного метра. да? Вот, обратите внимание, на 1 квадратном метре 50 растений. у Иннокентия Аполлоныча 50 растений. Вот так вот. Берем, достаем луковицу. А где она? О, вот это. О, какие большие! Вроде какая-то палочка торчит, а луковицы-то Вот, огромные. Берем одну луковицу. Мы случайно вытащили три взрослых растения. Вот, видите, хорошая такая выполненная луковица. И один приемчик я покажу. Хорошо. Такой. Пойдемте, посмотрим. Пойдемте обратно к той же самой грядке. Все, пошли. Это родственница лука и чеснока. Они все близки друг к другу. Их раньше называли лилейными. Мы их распускаем на чесночины, на чешуйки. Видите, смело, Подержи. смело очень. Смело. Ой, Ага. Смело. смотрите, какие Вы чешуйки. не бойтесь. Это будущее растение. Приживаемость тоже не менее 90% будет. Да вы что? То есть вот так из одной луковицы можно сделать опять 50 растений? Ага. 20 то Больше, точно будет. Может, 30 будет даже. Вот так вот. Ага. Поэтому не жалко одно растение, так Да. сказать, со своего участка убрать, но из него То же сделать- самое можно делать и с нашей сарданой, лилией пенсильванской. У них чешуйки поменьше. Вот. Это центральная чесночина. Мы ее тоже поделим. А вот это вот, видимо, уже стержень. Мы его оставим. Оставим, Саша. Вот получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ну, плюс-минус 15. 15 15. чесночин. Так. Копаем лунку. Ой, там у нас что-то есть. Ага. У вас там все закопано. Ничего. Да, сардана это тоже ничего. Вырастут. Перемешку будут расти. То есть небольшую опять лунку, Лунку. Не лунку, а траншейку. траншейку. Траншейку.
И их на расстоянии где-то 5 сантиметров будем прямо бросать. Просто как картошка. Как картошку. Система, да? Ага. Вот. Набросали. На 3-4 сантиметра. Земля плодородная. Мгм. Ага. И вот так смело, да? Вот так смело. Отправляем в школу теперь. Ага. Вот. Школа, отличие от этой ириса, их можно вот на расстоянии 10 сантиметров. А 5, поближе, да? поближе. Ага. Для экономии площади. Мгм. То есть вот так мы накидали. Мгм. И опять, да? И опять На- их закапываем Мгм. на 3-4 сантиметра глубина Хорошо. должна быть. И оставляем на сколько? Ну, сходы появятся где-то, я думаю, числа 10 июня. А уже Уже зайдут. появится. Уплотняется. Все. Всходы появляются, до осени они находятся. Тигровую лилию вегетативно размножили. То, что мы сегодня рассказывали, то, что мы в прошлой передаче про смородину, Мгм. это вегетативное размножение. Вегетативное размножение – это размножение органами растений. Мгм. Не семенами, а органами. В тот раз побегами, Да. черенками было, а сейчас мы луковицей и делением корня. Вот так вот. То есть это, в принципе, такой самый простой и самый экономный вариант Да, размножения ускоренный. ускоренный тех или иных растений. То есть берите на заметку, дорогие наши телезрители, потому что действительно это все не так сложно. Самое главное грамотно это сделать, и из одного растения у вас в последующем будет несколько. Ну, Иннокентий Аполлоныч, спасибо большое. Мы прям стоим на его лилейнике. Вон там написано лилейник, да? Да, Под нами, наверное, сотни лилий, да, да. сотни ирисов. Ну, собственно, увидим результат чуть позже, уже следующим летом, да, потому что они начнут цвести только на следующий год. На следующий год. В этот год они перенесли стресс, Мгм. они будут стебель развивать и развивать листья. Всё. Спасибо большое. Приживаться будут. Спасибо большое, Иннокентий Аполлонович. Ну, а мы, Пожалуйста. а мы с вами увидимся уже совсем скоро. До новых встреч. Удачи всем.